Итак, я продолжаю видео, в котором я рассказываю, как можно с помощью Open Broadcaster можно будет записать игру с рабочего стола. Эту игру можно будет записать и потом закинуть в YouTube. Я расскажу, как это все будет происходить и покажу тонкости записи, но это видео будет без обработки. Ну, в общем, игра началась, и я поехал, что называется, в игру. Конечно, можно будет даже комментировать часть игры, вот когда пишется с рабочего стола. Но тогда вот для удобства надо будет купить гарнитуру хорошую. Ну, я тут пишу немножко не совсем для себя привычно. Дело в том, что у меня гарнитура сломалась, и я пишу с веб-камеры, с микрофона веб-камеры. Ну, а звук идет с рабочего стола. Должен звук записаться конкретно, более-менее как-то корректно. Тут у меня еще некорректно работает мышка, поэтому наверняка меня быстро выкинут с этой игры, потому что реакция на игру, в общем, тут косячна. Движение невозможно. Да, сейчас. Ну, в принципе, тут результат игры не важен, просто сам принцип записи. Поврежден бак. Нам важно то, как запишется видео. Не момент игры. Движение невозможно. Ну да, нас тут сейчас активно бомбят, кидают туда, арта нам накидают. Гусеница восстановлена. У Можно меня тут, ехать. блин, даже зарядка, короче, косячная. Но, честно сказать, я игрок не очень такой, поэтому все это мне для удовольствия, что называется. Наверное, где-то сейчас сзади из третьей подойдет. Да, он должен сейчас где-то тут подойти. Движение невозможно. Не пробил. Так, ну давайте быстрее вот искать. Можно ехать. Орудие повреждено. Да. Стрельбы снижена. Ну вот, все, мы сейчас завершим игру. Выйдем в ангар. Ну, игра, конечно, сама никчемная, но дело не в этом. Мы продолжаем писать с рабочего стола. Ну и давайте теперь саму прогу вытащим. Вот она выглядит вот таким образом, видите, да? Перемещается прога по поверхности клиента игры. Ну давайте я сейчас буду заканчивать игру, заканчивать запись видео и нажму на кнопку остановить запись. А следующее видео будет о том, как загрузить это видео на YouTube. Ну давайте, пока, до следующего видео. С вами был Сидей Том.